Приветствую вас, друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы «Цена свободы». Я ее ведущий Михаил Секели. Сегодня в выпуске, друзья, мы будем говорить о Гагаузии, политической ситуации, о предстоящих выборах в Народное собрание и выборах Башкана. Пройдут они, когда пройдут, и что нужно или можно сделать для того, чтобы изменить политическую ситуацию в Гагаузии. В первой части мы будем говорить со Штефаном Бежаном о том, как можно изменить политическую ситуацию и что для этого может сделать правящая партия ПАС. Во второй части мы будем говорить с Павлом Постико, заместителем председателя Национальной избирательной комиссии Республики Молдова, о том, почему Народное собрание распустило Гагаузский ЦИК или Гагаузскую Центральную избирательную комиссию и какие перспективы в этой области. И в третьей части мы поговорим с Петром Маковеем, директором Ассоциации независимой прессы, о ситуации вокруг общественной телерадиокомпании ГРТ и что нужно сделать для того, чтобы она стала поистине общественной. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о политической ситуации в Гагаузии и порассуждать о том, что может делать Кишинев дальше. ПАС опять выиграл выборы, значит, у ПАСа полный карт-бланш, президент, правительство, парламентское большинство, как бы есть уже опыт 4-летний. Вот как, но при этом гагаузская проблема никуда не делась. По-прежнему у власти в Гагаузии находятся люди, которые захватили эту власть в интересах Шора, при помощи российских денег и так далее и тому подобное, которые еще вчера кричали «Долой Майю Санду», «Жос Майю Санду» и так далее и тому подобное. Что дальше собирается делать Кишинев? И собирается ли вообще что-либо делать? И что мог бы сделать? Вот мы поговорим в этой части со Штефаном Бежаном, политическим комментатором из сообщества Watchdog. Штефан, приветствую вас. Приветствую, Михаил. Спасибо за приглашение. Ну, спасибо, что нашли время для нас, Штефан. Ну, смотрите, давайте с такого общего вопроса, без, что называется, прелюдий, да, то есть что может сделать Кишинев для того, чтобы изменить ситуацию в Гагаузии к лучшему? И может ли он вообще что-либо делать? И должен ли Кишинев что-либо делать, с вашей точки зрения? Ну, если посмотрим по ситуации в общем, сейчас Кишинев имеет большие преимущества. Я не знаю, если в истории Республики Молдова было такое преимущество у Кишинева, Ну, как разве есть что у сейчас. партии коммунистов в 2001 году, давайте вот. Ну да, разве да, может быть тогда и ситуация была другой, потому что у России тогда были свои проблемы, и Да. они не вмешались в политиках других бывших союзных стран. Сейчас другой. А почему преимущество? Потому что, во-первых, вот господин Константинов и другие сторонники Шора в Гагаузии говорили нам в течение где-то 2 с чем-то года, что в Кишиневе диктатура, что Гагаузия не может вести диалог с этой правительством, что С желтой чумой, вообще, давайте, не просто с этим правительством, а с желтой чумой, да, вот, давайте. с желтой чмой, что вообще гагаузах ненавидит Кишиневе. И мы помним, как они хотели взять те моменты, которые, например, когда арестовали господина Стояноглу, да, как они хотели, говорили гагаузам, что это не просто арестовали там бывшего коррумпированного прокурора, а арестовали гагаузов. Да. И это борьба против... И это как подтверждение того, что вот якобы гагаузов ненавидят. Это как бы нарратив вот об этом, да. И когда Евгению Гуцула арестовали, то же самое было, что вот мать народа, мать гагаузского народа арестовали, а это не просто арестовали там барсетку Шора, да, а арестовали, потому что она гагаузская. А сейчас, оказывается, поменялось этот переговорщик. Мы видели прошлой неделю, когда господин Мустяц приезжал в Камрати. И вдруг уже Константинов говорит, что новая кровь в парламенте. Что это новая кровь? Потому что опять ПАС имеет большинство на парламенте. Поэтому сейчас получается, что
уже господин Константин не видит, что там желтая чума, Да. что уже Кишинев ненавидит, да, Гагаузию. Я думаю, что нужно вот использовать этот настрой против них. Мгм. А если сейчас Кишинев опять будет ставить все карты эти же политики, да, будто они подумают, что смогут с Константином договориться, для меня это вообще ошибочные, ну, вообще, э, ну, делать так вообще, я думаю, что не надо, Ну, потому подождите, что они же уже делали ставку на Константинова. Опять же, не знаю, согласны ли вы с этим или нет, что вот в 2015 году, в принципе, когда, ну, говорят, я не знаю, насколько это правда, насколько это неправда, в 2021 году, даже нет, да, декабрь 2021, январь 2022 года, те самые непрекращающиеся попытки избрать председателя. Тогда председателем Народного собрания хотел стать еще и Виктор Петров. Некоторые языки говорят о том, что ПАС каким-то образом, ну не то чтобы сделал ставку, но был не против видеть Константинова в этой должности. И даже была какая-то попытка с Константиновым там, опять же, наладить какое-то сотрудничество и так далее, что в конечном итоге Константинов кинул, пошел работать с Шором. При этом я это знаю из нескольких источников, что депутатов даже некоторых приглашали на встречу с Дарином Речаном, перед тем, как голосовали за исполнительный комитет Шора, и просили просто не голосовать за исполнительный комитет Шора. Да? На что они получили полный отказ, и мы видели уже эту фотографию с Шором и так далее и тому подобное. То есть они один раз уже обожглись с Константиновым, да? Убедились в том, что Константинов ненадежный человек, он не держит своего слова и в любой момент значит, может соскочить. Но ситуация изменилась как? Вполне возможно, Кишинев может тешить себя иллюзией того, что они уже знают, кто такой Константинов, у них уже есть дополнительные рычаги, и они лучше его могут контролировать. Так ли это с вашей точки зрения? Смогут ли они его каким-то образом контролировать? не, я не думаю, что смогут его контролировать. Я добавлю в том, что это не злые языки, я точно знаю, что в 2021 году Константинов делал, был в парламенте Республики Молдова и хотел убедить некоторых депутатов ПАС, что он человек ПАСа в Гагаузии. Я это точно знаю. И он убедил Если, или просто пытался? если убедили или не убедили, я это не знаю. Я точно знаю, что он хотел очень сильно убедить депутатов ПАС, что он человек ПАСа в Гагаузии. То есть он хотел стать пасовцем в Гагаузии, вы это хотите сказать? Ну да, вот. Интересный разворот, да. Да, может быть, Это, извините, это он, до избрания председателем или после избрания председателем? ну это получается вообще до выборов Народной собрания, когда выборы. Ага. Ну, это Да-да-да, я понял. ну, не знаю, ноябрь 21-го, где-то такое. Да, октябрь-ноябрь, да, вот примерно так, да. Да. Ну, до его избрания, это точно. Значит, может быть, кого-то там и убедил. Да. Поэтому он кинул, и он будет опять кинуть Кишинев, если имеет возможности, и если кто-то другой ему заплатит хорошо. Потому что мы понимаем, что Константинов сейчас хочет просто покинуть этот тонущий корабль по названию Шор и хочет всех убедить, что с ним можно договариваться. А я думаю, что Кишинев должен ставить сейчас не на Константинова, не на Николая Дудоглу, а на народ Гагаузии и на те люди, может быть, Примара, те люди, которые доказали, что они имеют свою позицию, имеют четкую видение, да, и, может быть, они, ну, не знаю, не проевропейские, нет у них, может быть, такой сильный проевропейский настрой, но они прагматичны. Вот на этих людях нужно сейчас Кишинев ставить, и я даже хочу, чтобы те люди, которые брали деньги у Шора и которые исполняли все грязные вещи, которые нужна была Шору,
и хочу, чтобы все эти люди, чтобы Они понесли для них наказание? был наказание и был честный суд. Хорошо, Потому что нет, Степан, подожди, давайте помимо того, что... Смотрите, есть два аспекта. Аспект номер один, да, я с вами согласен, с кем работать в Гагаузии. Вот Игорь Гросу говорит, пусть там в Гагаузии люди самоорганизуются. Есть там, говорит, журналисты, есть там, говорит, общественные деятели, политики, которые думают иначе. То есть явно Кишинев, и это мы слышали от Майи Санду, это мы слышали от Игоря Гросу, я это интерпретирую так. Опять же, это моя интерпретация, то, как я это слышу и вижу. Может быть, они имеют в виду что-то другое, да? Но я это слышу так, что вот там есть люди, пускай они организуются и каким-то образом изменят ситуацию в Гагаузии самостоятельно. Это один момент, согласен, да? То есть вполне возможно такая сила должна появиться. Но есть и другой момент. Коррумпированная избирательная система, архаичная избирательная система на выборы в Народное собрание. Кишинев никак не участвует в организации проведения выборов в Народное собрание. Народное собрание само определяет, кто будет проводить эти выборы, имеется в виду Центральную избирательную комиссию. Само назначает дату и само определяет правила, то есть определяет законодательство, по которому будут проводиться эти выборы. И за все это время мы видели, что в Гагаузии просто нет условий для проведения честных и свободных выборов. И если следующие выборы в Народное собрание пройдут по тем же правилам, которые существуют, даже если учесть, что удастся исключить фактор Шора, его денег, российского влияния и так далее и тому подобное, но если они будут проходить по старым правилам, где можно покупать голоса, что мы видели неоднократно, да, то я уверен, что результат будет тот же. Не должен ли Кишинев сначала навести порядок в этой части, с вашей точки зрения? Ну, конечно. Во-первых, Кишиневу нужно разобраться, что с этот чек, что с этой избирательной комиссией. Центральная избирательная комиссия, вы имеете в виду, да? Да, потому что ее нету сейчас. Да. Потом, если будет хорошая, да, Центральная избирательная комиссия, чтобы проводить честно все эти выборы, не как в 2023 году, когда были все доказательства, что было подкуп голосов, а просто Центральная избирательная комиссия этого не видит. Просто не видит. Для них все было честно. Как там Евгений Гуцул выиграл этих выборах, это что-то другое, да, как для них. Они вообще не видели, что там был подкуп. Поэтому нужно, чтобы там, в Гагаузии, были честные выборы, чтобы Центральная избирательная комиссия наказала тех, имеет там доказательства, что какой-то там депутат подкупал голосов, наказать его. Если я точно помню, в 2016 году как раз господин Константинов был снят с выборов, потому что были доказательства, что он подкупал голосов. Это доказательства были в суде, и он действительно был снят во втором туре, и второй тур проходил с одним кандидатом, Виталием Драгоем, да, совершенно. Он шел по Камрадскому округу, а потом в 2021 году он баллотировался уже в Ферапонтьевке, округ поменьше, да. Нет, я даже помню, что он участвовал во втором туре, и этот господин Драган во втором туре взял меньше голосов, чем в первом туре, когда были там 5 кандидатов. Да, Драгой, да. Драгой, да, я это точно помню. И тогда были даже доказательства, что он по 1000 лей, тогда в 2016 году по 1000 лей. Да, это в суде было озвучено, да, 1000-2000 лей, да, уже. Под вечер, насколько я помню, уже 2000 лей давали за голос, да. Да, а тогда Шора не было. Не было Шора. Да, значит, это не что-то новое для Гагаузии. Там подкуп голосов идет. И я даже знаю, в 2019 году на выборах при мэрии тоже, я знаю точно, в Кангашик была такая случай. Так что нам нужно, чтобы проводить честные выборы, чтобы там попали в народные собрания, но те люди, которые представляют волю народа или интересы Гагаузии, да, не те, которые подкупали голосов, и там в своих интересах они там Да, хорошо. А может ли быть, чтобы они, не свои интересы общества, да, я понял вашу мысль. А может ли оказаться так, что Кишинев скажет, и так проблем много сейчас, там экономику нужно развивать, 1, 2, 3, 10, и вот попытается добиться ситуации, чтобы в Гагаузии просто не было шума.
и чтобы оставалось все вот так вот вяло, эти же люди, как бы, да, и, ну, чтобы тут все. Потому что Константинов, очевидно, сейчас, и вот эта вот Центральная избирательная комиссия, ее распуск, это попытка создать ситуацию, когда они просто вынуждены будут с ним договариваться. И он сейчас делает все для того, чтобы они с ним договаривались. Ну, то есть его интерес понятно в чем. А могут ли они, ну, скажем так, ну, принять эту ситуацию? Да, блин, бог с ним, пускай уже он, будь как будет, и дальше, чтобы, главное, чтобы там шума не было. Ну да, может быть. Это раньше было. Если мы чуть-чуть вернемся в историю 10 лет назад, Да, то давай вспомним, как было в 2014 году, когда тоже Лянка, там, Марьян Лупу приезжали в Кишинев и Калмрат и хотели убедить Формузала, Ирину Влах, там другие, которые были. Иван Чабан, да, который сейчас вот проевропейский. да, да, И после проведения референдума, что делал Кишинев? Даже европейские чиновники да. подумали, что ну вот у нас есть идеальное решение. Мы будем дать деньги Ирине Влах и Гагаузии, и все, мы будем их подкупать, и дальше они будут за нами. Что было после 10 лет, после этой случая? Ситуация вообще ухудшалась. И, Намного хуже стало, согласен, намного хуже, да, да. намного хуже стало. Поэтому я думаю, что мы должны учитывать вот эта ситуация, когда ну, с 14-15 года, и из этих ошибок взять, ну, Извлечь уроки, да, извлечь уроки. да, извлечь уроки, делать выводы, что, когда мы неправильно делали, и что, и как нужно сейчас делать, чтобы это было по-другому. Хорошо, а вот у меня есть такая гипотеза. Допустим, Кишинев не захочет, скажем так, каким-то образом наводить порядок, просто вот в таком режиме будет каким-то образом управлять этим риском, да, вот как он есть, да, и позволит вот этому всему продолжаться, как оно есть. Допустим, тот же Константинов баллотируется в следующий раз, да, по тому же округу Ферапонтьевка пройдет, да, потому что как бы, ну, нет оснований его не допускать до выборов. И тем более, если это будет проводить местная Центральная избирательная комиссия, то кто же как бы там будет его не допускать до выборов? Понятно, что он сможет. Он проходит, опять он становится председателем, допустим, да, и мы имеем к моменту завершения переговоров о вступлении в Европейский Союз, а нам обещали, что переговоры завершатся к 2028 году, и это говорят не только кишиневские политики, ну, правящая партия, это говорит и Марта Кос, допустим, да. И вот к этому моменту у нас в Гагаузии вот такое вот народное собрание, как мы имеем сегодня, с Константиновым во главе, с его людьми у власти, которые вроде как бы с Кишиневым. Может ли случиться так, что он так же, как и в 2014 году, резко переметнется и попытается в интересах России организовать, ну, придет, допустим, Шор, предложит большие деньги, и они перед 28 годом, как раз перед моментом, когда Молдова уже завершает переговоры о вступлении, проводят референдум такой же, как провели в 2014 году, и пытаются дестабилизировать ситуацию. Вы видите такую возможность развития ситуации? Ну, конечно, поэтому меня беспокоит, что даже в Кишиневе уже идет такое расслабление, что вот мы выиграли эти выборы, и все, уже гибридная война со стороны России нету. Вроде мы уже видели, что на Фейсбуке ботах намного меньше или вообще нету. Все, значит, уже Россия признала поражение, и все, не интересуется Молдова. Нет, Россия сейчас в Москве, скорее всего, идет аудит, какой-то аудит. Они сейчас взяли вот результаты выборов, взяли все, что там делали, и пытаются понять, где они где делали ошибки, и как вся эта система улучшать. И мы уже видим даже в Кишиневе уже новые лица, новые политики, такие ну, со стороны партии социалистов уже новые политики уже идут в телевидении. И думаю, что Россия уже имеет другая стратегия на дальнейшее. Кто эти политики, господин Бежан? Но пока я не хочу говорить точные имена, потому что уже как бы мы все это смотрим, Угу. и когда будет у меня, ну, как бы почти буду уверен,
тогда, может быть, конечно, будем говорить об этом. Но Гагаузия всегда имела и будет иметь очень большую роль. Почему? Потому что это, во-первых, автономная территория в Республике Молдова, и поэтому с ней легче шантажировать. Почему Шор оставил Аргейский район, и вся его сила была, он начал Сосредоточилась на Гагаузии? сосредоточиться на Гагаузии, потому что Аргейского района он не мог шантажировать Кишинев и иметь давление на Кишинев. Поэтому он оставил Аргейский район и сосредоточился на Гагаузии, потому что он не имел достаточно денег, чтобы и там, и там. Да? И он даже Таракли чуть-чуть оставил в сторону. Поэтому Гагаузия будет иметь дальше очень большое значение для Российской Федерации. А сейчас вообще очень идеальный момент, чтобы мы очистили в Гагаузии все эти коррумпированные политики. Потому что сейчас Константинов, он был Шором, а раньше он был с Плохотнюком. Да, конечно. Господин Дудоглу то же самое. Его Воронин сначала примар сделал, потом он партия Плохотнюк со всей организации сошел. Потом он Шором. Сейчас его вроде бы приглашают там в президентуре, как прошлый год он был, когда в президентуре, когда там... Отмечали 30-летие гагаузской автономии, да. Да. Поэтому мы не должны ставить ставки на эти политиков, а пытаться очистить политическое поле в Гагаузии и создать что-то новое, что-то чистое, аутентичное. И диалог между Кишиневым и Камратом, чтобы был честный, не базировался на лжи и на недоверие, как это было до сих пор. Когда мы вроде бы, я даже помню, когда вот при Ирине Влад, когда Филипп приезжал в Камрате, там они целовались, там, Гагаузов России, там, в Чадарлунге праздновали там Хедерлез, все было идеально. Там деньги шли, Ирина Влах откаты брала, там ее окружение, бизнес замутили. А потом, когда интерес уже, экономист интерес не было, все закончилось, и вся эта любовь, и вся эта открытость на 360 градусов. Да. Поэтому нам дальше мы должны учиться из этих ошибок и делать все по-другому. Хорошо, вот давайте так, если очень коротко можно, да? Мы имеем ситуацию, когда с точки зрения национальных интересов Республики Молдова, с точки зрения безопасности Республики Молдова, нельзя допускать, чтобы у власти в Гагаузии оставались люди, которые сотрудничали с Шором, сотрудничали с Плохотнюком и которые работали в интересах Москвы. С одной стороны. С другой стороны, нужно чистить авгиевые конюшни в плане вот этого законодательства, вот этих вот практик коррупционных и так далее, которые, как вы правильно отметили, появились в Гагаузии не с приходом Шора, они намного раньше были в Гагаузии, да, подкуп голосов, подкуп депутатов пачками, да, то есть напомним, что Плохотнюк в 2012 году купил большинство в Народном собрании и сделал того же Константинова председателем. Потом Константинов удачно кинул его и проголосовал за референдум 2014 года. Это тяжелая работа. Я не знаю, если Кишинев вообще как бы готов туда идти, и можно ли это делать без, значит, пересмотра закона об особом правовом статусе. А сейчас у ПАС нет такого большинства в парламенте. Да? То есть, как бы, если мы не хотим, чтобы по итогу следующих выборов в Народное собрание и следующих выборов в Башкана в Гагаузии оставались люди, которые были и с Плохотнюком, и Шором, и в любой момент могут опять вернуться и к Плохотнюку, и к Шору, и к Путину, да, что Кишинев должен предпринять? Ну, назовите, если хотите, допустим, 3 базовые основные вещи, если можно, коротко, да? Ну, во-первых, новая Центральная избирательная комиссия, где были люди... Ну хорошо, но ее формирует Народное собрание. Вы говорите то, что ее должен формировать Кишинев каким-то образом. Или как это? Ну да.
Да, я думаю, что мы можем даже сейчас внедрять там Гагаузию, не знаю, чрезвычайная ситуация. Потому что вот сейчас в ноябре уже э, народное собрание не будет иметь уже легитимность, потому что мандат заканчивается. Но это я не хочу сейчас в этих юридических терминах, потому что хочу делать ошибки. То Ну, есть ваша идея в том, что Центральная избирательная комиссия, которая будет проводить следующие выборы в Народное собрание и Башкана, должна быть создана Кишиневым и не должна зависеть от местных политиков, правильно? да. Во-вторых, те, которые были с Шором, и есть доказательства, что они каким-то образом были части ОПГ Шора, ну там привозили деньги или там махинации через... Были на встрече с Шором, ездили в Москву и так далее, правильно я Ну понимаю? да, всех этих запретить участвовать на выборах. Мгм. Или те, которые под иностранным санкционом. Как получилось с партией Чаботаря, да? Их запретили участвовать на выборах. Вот так должно быть и... А Константинов, кстати, не под международными санкциями. Тоже Ну, удивительно, почему. Константинов, да. И его там, он дальше подкупает бензин в Румынии и продает Заправка. на его заправках, да. Ну, и Леузен то же самое. Он даже, я видел, что там модернизировал свою заправку, ну, это который в Камране. Ну, это два момента. И дальше я думаю, что Кишинев должен попытаться убедить те люди из Гагаузии, которые, ну, имеют хорошую репутацию, но их не интересует политика. Ну, сейчас должны интересовать политика. Как в Кишиневе, ну как там, господин Кияну, там, ну там спортсмены разные, ну там господин Спартак. Вот то же самое должно быть и в Гагаузии. Ну, Дудонов Эти столько люди... спортсменов привез в гагаузскую политику, что не дай бог. Лучше не надо, в Нет, принципе. нет, просто есть там люди, которые, может быть, из бизнеса, которые имеют хорошую репутацию и могли бы быть депутатом Народное собрание, и они должны понять, что нужно спасти Гагаузию, и для них, может быть, они бизнесмены, да, для них будет лучше, если Гагаузия была освобождена от УПГ Шора, и если Гагаузия вместе с Республикой Молдова будет часть Европейского Союза, потому что для бизнеса это выгодно. Поэтому нужно найти тех людей, чтобы создать большинство, потом Хорошо, парламент. вот последний пункт. Они должны быть консолидированы каким-то образом партией ПАС или сами как-то объединиться? Потому что Нет, Игорь Гросsi говорит, пусть там они каким-то образом появятся, что там решат, я не знаю. но если они будут баллотироваться со списком партии ПАС, то у них уже минус 30% там. Ну Так хорошо, что, можно же как-то по-другому это все сделать, не обязательно ну напрямую. да, но я не говорю, что это было публично. Нет, Ну понятно, да-да-да. может быть, и не публично, но убедить этих людей, они не должны быть любить ПАС. Ну, вот с ними честно говорить, вот вы понимаете, в каком ситуации сейчас находится. Давайте вместе делать все, что возможно, чтобы спасти Гагаузию. Вот я так вижу сейчас разговор между, например, Гроссом или там Майя Санду или таких политиков из Кишинева с этими местными не политики, Потенциальные кандидаты в народное собрание. потенциально, да, как Да, такое. я понял. Штефан, я благодарю вас, что нашли время и пришли к нам прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о ситуации с Центральной избирательной комиссией Гагаузии, которая была расформирована, и решение Народного собрания о распуске Центральной избирательной комиссии было протестовано в суде. Вот об этом поговорим с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Республики Молдова Павлом Постико. Господин Постико, приветствую вас. Добрый день. Я понимаю, что вы не можете, конечно, нам давать слишком много деталей по поводу того, что происходит с Центральной избирательной комиссией Гагаузии, потому что это по большей части не в вашей компетенции, но я уверен, у вас есть понимание и даже, может, некоторая информация. И я рассчитываю, что вы как бы будете с нами откровенно, насколько это возможно вот в разговоре с этим, по этой теме. Что происходит с Центральной избирательной комиссией Гагаузии? Вот что
ваше видение, если можно так. Общий вопрос. Если коротко, это с моей личной точки зрения чисто политические игры и решение вопроса о смещении неудобных людей путем так называемых реформ. Да, но если мы посмотрим состав Центральной избирательной комиссии, которую распустили сейчас, вернее, тут даже правильнее было бы сказать, они просто отменили, или как это сказать, не то чтобы распустили, они просто ликвидировали постоянно действующую Центральную избирательную комиссию своим решением. То есть внеся поправки, они, я имею в виду Народное собрание, внеся поправки в избирательный кодекс Гагаузии, они просто отменили постоянно действующую и перешли к модели временной Центральной избирательной комиссии, которая формируется непосредственно перед выборами. Теперь возвращаясь к тому, что вы сказали. Если посмотреть на состав той Центральной избирательной комиссии, которая была и которую они распустили и потом отменили как институт, ну, там были все люди, которые сейчас работают, ну, как минимум председатель или секретарь, если я не ошибаюсь, работают в исполкоме и в Народном собрании. Я, честно говоря, не понимаю, в чем суть была избавляться от людей. Я поэтому и сказал, это мое Ага, личное это ваше. мнение, Ага. потому что я не вижу никаких предпосылок и не видел и никаких предпосылок тогда. Да, я не могу сказать, что я был очень, э, скажем, доволен некоторыми решениями, которые принимались ЦИКом Гагаузии в рамках, скажем, башканских выборов, которые были проведены уже, когда был текущий состав ЦК Республики Молдова. Но это не означает, что мое личное мнение должно каким-либо образом распространяться на состав комиссии. Более того, я могу обратить внимание на тот факт, что даже тогда, когда ЦИК Гагаузии был расформирован, мы предложили руководству Центральной избирательной комитета Гагаузии быть членами органа, который был бы ответственен за организацию парламентских выборов. Окружной избирательный совет вы имеете в виду, да? Да, на уровне Центрального избирательного совета. И таким образом мы действовали по принципу того, что те люди, которые были назначены, и те, кто были избраны, мы, во-первых, выдали предпочтение им. А только после того, как руководитель ЦИК Гагаузии отказался занимать должность председателя окружного избирательного совета, мы назначили другого человека. Но госпожа секретарь, она постоянно исполняла свою роль как в рамках ЦИК Гагаузии, так и в рамках окружного избирательного совета, как на должности секретаря. Мгм. Хорошо, а вот есть так... Я просто пытаюсь... понятное дело, что мы не знаем мотива. Там мотив был о том, что, значит, озвучен, во всяком случае, председателем Народного собрания, о том, что таким образом вот Гагаузия сэкономит деньги, потому что постоянно действующая Центральная избирательная комиссия, она требует постоянных расходов, нужно выделять ежегодно деньги на ее содержание, заработную плату председателю, заработную плату заместителю, секретарю, еще и аппарату. Вот как бы это была мотивация, во всяком случае, формально озвученная. Как вы это прокомментируете? Если честно, мне трудно это комментировать, потому что когда мы работали над новым кодексом о выборах в Республике Молдова, и когда в кодексе о выборах говорилось о том, работали над тем, каким образом внести и Центральный избирательный совет Гагаузии в состав избирательных органов Республики Молдова, тогда у нас было несколько дискуссий с представителями Народного собрания,
и непосредственно было несколько пунктов, принципиальных пунктов, которые мы дискутировали. Мгм. И один из этих пунктов было финансирование ЦИК Гагаузии. В том контексте наше предложение как ЦИКа Республики Молдова было тот факт, что постоянное финансирование ЦИКа Гагаузии исходило из государственного бюджета. Республики Молдова, национального вы имеете в виду? Республики Молдова, да, через общий бюджет Центральной избирательной комиссии, как отдельный, потому что у нас есть, к примеру, ЧИГДЕ, то есть это отдельные институции. Да, оно в рамках бюджета Центральной избирательной комиссии одобряется единолично, но он распределяется и осваивается непосредственно ЦИК этим Республики Молдова, институтом. да? ЦИК Да, Республики Молдова. этим институтом. Поэтому по Ага. такому же принципу мы предложили, чтобы было финансирование ЦК Гагаузии. И только когда речь шла о региональных выборах, то есть тогда уже деньги на непосредственную организацию выборов должны были быть выделены Бюджет автономии. Да. из бюджета Гагаузии. Да. Если речь шла о национальных выборах, значит, естественно, финансирование должно было быть из государственного бюджета. Тогда принципиальное предложение отклонили, сказали, что нет, мы обязались, у нас есть собственный кодекс о выборах в Гагаузии, поэтому на основании этого кодекса о выборах есть постоянно действующий ЦИК, и он финансируется из бюджета Гагаузии. Поэтому они отклонили это предложение, принципиальное предложение. И исходя из этого, мое личное мнение сейчас, что это просто попытка каким-либо образом аргументировать факт того, что ЦИК расформировали. Но на самом деле, если речь идет о финансировании, я думаю, что это не самый главный вопрос. Хорошо. То есть вопрос с финансированием отклоняем, то есть, ну, как бы мы показали его несостоятельность, имеется в виду, да, то есть вы предлагали, ЦИК Республики Молдова предлагал, они отказались, чтобы ЦИК Республики Молдова брал на себя финансовое бремя по содержанию ЦИК АТО Гагаузия. Постоянного, да, как постоянно действующего. Как постоянно действующего органа. То, что вы предлагали, чтобы он из республиканского бюджета Республики Молдова, республиканского бюджета, да, постоянно. да, выделялись деньги на содержание не только руководства, но и аппарата всего, да, то есть как вот это повседневная, ежегодная рутина, так? Так. Да. Теперь еще один вопрос есть. Я просто хочу, ну, знаете, как протестировать все мотивы, озвученные как Народным собранием, так и предполагаемые в данном случае мною. Еще один вопрос – это вопрос контроля. Они наверняка боялись, что вот таким образом Центральная избирательная комиссия Гагаузии, даже если она попадет, даже если она не будет финансироваться из республиканского бюджета через Центральную избирательную комиссию Республики Молдова, но тем не менее вот это вот сотрудничество каким-то образом ставит местный избирательный орган в зависимость от Центральной избирательной комиссии Республики Молдова. То есть каким-то образом это сотрудничество нарушало автономную деятельность ЦИК Гагаузии или нет? Потому что вот, может быть, в этом причина? Я не вижу и не видел никаких мотивов для того, чтобы мы говорили о том, что каким-либо образом что-либо нарушается. То есть независимость данного органа каким-либо образом нарушалась. Если мы вспомним даже те выборы, башканские выборы, то мы обращали внимание, мы делали обращение Да. ЦИКу Гагаузии, но мы никоим образом не влияли на исход решений ЦК Гагаузии. То есть они игнорировали, и вы тут ничего не могли поделать, я правильно понимаю? То есть, Ну, мы возбудили те 100 с чем-то административных дел о правонарушениях, административных правонарушениях, согласно кодексу, в качестве
скажем так, реакции на неисполнение коллегами своих положений. Но это не означает, что мы каким-либо образом а, повлияли на исход выборов. То есть мы Подождите, а чисто... вы еще раз, я прошу прощения, вот здесь вот остановиться. Эти процессы о правонарушениях, вы их возбудили в отношении членов Центральной избирательной комиссии Гагаузии или в отношении участников избирательного процесса? Не, в отношении участников избирательного процесса, то есть мы говорим о донорах, которые Ага. не соблюдали потолок денежных донатов, Пожертвований, да? Пожертвований. пожертвований, которые делали в отношении кандидатов на выборах, практически всех кандидатов на выборах, потому что мы тогда возбудили несколько десятков дел, если быть более точным, 106, если я не ошибаюсь. И по превышению вот этого потолка наличными, которые были сделаны донации. То есть Кодексу о выборах Республики Молдова верхний плафон пожертвований может быть там 11 тысяч лет, там, по-моему, несколько заработных плат средних Да. по экономике. Одна заработная плата. Одна Не заработная больше плата. одной заработной платы. Поэтому все то, что превышало, на тогдашний момент, кажется, было 3 заработные платы, но я сейчас уже прошло немного времени, потому что закон изменился. Это было 22 год, тогда было 3 заработные платы, если я не ошибаюсь, наличными. Да. И поэтому все то, что превышало вот эти 3 заработные платы, мы посчитали как нарушением Кодекса об административных правонарушениях. Но это не означает, еще раз повторяю, что мы каким-либо образом Влияли на деятельность ЦИК. влияли в процесс. Да. Да, мы влияли в процесс, что касается даже тогда, в 2022 году, когда мы говорили об аккредитации международных наблюдателей. То есть это и есть прерогатива Центральной избирательной комиссии Республики Молдова. То есть направлять приглашения международным наблюдателям и их аккредитовать. Даже если речь идет о региональных выборах. Тогда мы делали аккредитацию всех международных наблюдателей. И это Ну, вы это наша... делали всегда. То есть ЦИК Это мы Молдова делал делали всегда это. всегда. И Да. вот эти вот принципиальные разграничения полномочий, они всегда были. И тогда, когда мы говорили о внедрении ЦИКа Гагаузии в систему избирательных органов Республики Молдова, мы вот эти вот разграничения полномочий пытались принципиально поставить. То есть, когда речь идет о аккредитации международных наблюдателей, это компетенция Центральной избирательной комиссии Республики Молдова. Если мы говорим о финансировании политических партий как субъекта избирательного права, конкурента на выборах, не имеет значения, что это местные, национальные или региональные выборы. Это полномочия Центральной избирательной комиссии Республики Молдова. Ну, вот это вот новые полномочия, насколько я понимаю, да, с 1 Нет, января это 2024 года. это всегда было. Ага. Это всегда было. Это полномочия, потому что это полномочия предусмотрено законом о партиях, а не кодексом выборов или Ну да, каким-то. да, да, да. Да, поэтому эти полномочия всегда были в рамках Центральной избирательной комиссии Республики Молдова. И поэтому мы дальше практически пошли по той же ноте. Мы сказали, что вот эти полномочия должны остаться у Центральной избирательной комиссии. Более того, я думаю, что мы должны упрощать, а не осложнять себе жизнь. Если в рамках Центральной избирательной комиссии уже Республики Молдова есть соответствующие инструменты, которые позволяют что-либо подготовить к избирательному процессу, мы должны использовать их, а не делать или изобретать велосипед заново. Да? Хорошо, Если у вот нас, давайте вот здесь вот остановимся чуть-чуть. если Да. образно, да, если у нас есть система подачи отчетов о финансировании, не имеет значения, независимого кандидата или Партий. партии. Зачем делать собственную систему, тратить на это ресурсы, время и деньги, чтобы сделать что-нибудь новое? Потому что в любом случае то, что делается, не должно быть не в соответствии с законом Республики Да. Молдова. Да? Если у нас есть система и уже закуплены инвентари для всех избирательных участков, кабинки для голосования, урны для голосования и так далее, зачем мы должны, повторюсь,
изобретать велосипеды и покупать заново другие. Да, согласен. То есть это не имеет смысла. Еще один, вот там был, у меня буквально еще два вопроса, по-быстренькому, если можно, потому что у вас тоже мало времени, у нас еще 4 минуты. Давайте последний вопрос задам. Вот сейчас, я, если я не ошибаюсь, по-моему, Госканцелярия протестовала решение Народного собрания о ликвидации постоянно действующей Центральной избирательной комиссии АТО Гагаузии. Апелляционная палата удовлетворила требования Госканцелярии, обязала Народное собрание вернуть Центральную избирательную комиссию Гагаузии, как бы восстановить ее. Народное собрание представило это решение в Высшей судебной палате. Теперь Народное собрание говорит, что, смотрите, у нас нету Центральной избирательной комиссии, они не хотят подчиняться решению апелляционной палаты, ждут решения Высшей судебной палаты, и до тех пор, пока, значит, дату выборов не назначают. У меня возникает вопрос. Допустим, Высшая судебная палата оставляет в силе решение апелляционной палаты, которое обязывает Народное собрание восстановить Центральную избирательную комиссию, но Народное собрание не подчиняется. Потому что у нас были случаи, Народное собрание игнорирует решения, значит, судебных инстанций. Тогда в этом случае что? И они, значит, формируют Центральную избирательную комиссию, временную, которая не соответствует законодательству. Значит, Госканцелярия опять это протестует. Этот процесс может длиться вечно. Каким-то образом есть какая-нибудь ситуация, при которой ее можно разрулить, провести выборы и так далее и тому подобное? Я не думаю, что эта ситуация будет длиться вечно. Мгм. Если я не ошибаюсь, постоянно действующий состав ЦИК Гагаузии был основан в 2021 году, в феврале. Обновленный, да, 2021 Да. год, да. Да. Срок полномочий 5 лет. То есть срок полномочий вот Истек. этого действующего истекает в феврале 2026 года. То есть Да, спустя несколько месяцев. да. То есть лично с моей точки зрения, это вот то, что сейчас происходит, это просто борьба кто больше жалоб подаст для того, чтобы не исполнять решение суда. Потому что решение суда, в любом случае, если оно будет, и оно не будет в срочном порядке исполнено, то есть в феврале в любом случае Народное собрание должно будет назначать постоянно действующий состав То есть обновить новый состав, обновить избирательной состав комиссии. постоянности, да. Да. Правда, здесь вопрос будет в том, что раньше произойдет или будет выборы, или истечет срок полномочий ЦИКа, или срок полномочий Народного собрания. Но по большому счету, мое личное мнение, тот факт, что подаются жалобы, делаются шаги, не дожидаясь окончательного решения суда, это указывает на то, что... Хотят запутать ситуацию еще больше, так? Да. Мгм. Да. Окей, господин Пустика, спасибо большое, что нашли время. Это, значит, обширная тема. Я надеюсь, вы найдете время, чтобы продолжить ее. Спасибо большое, что пришли, и хорошего вам дня. Надеюсь, увидеться в следующий раз на этой же Всех теме. благ. Спасибо. Да, до свидания. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о ситуации вокруг ГРТ. Как известно, недавно Совет по телевидению и радио направил в адрес Народного собрания письмо, которое содержало информацию из отчета о мониторинге за деятельностью ГРТ, особенно в период избирательной кампании, где отмечаются многочисленные грубейшие нарушения законодательства Республики Молдова со стороны общественного телерадиовещателя Гагаузии радиотелевизиона. В свою очередь, Народное собрание, а точнее юридическая комиссия, направила письмо в наблюдательный совет ГРТ с просьбой, значит, отреагировать и отчитаться о, значит, проделанной работе и что они предприняли на этот счет. Вот об этой ситуации, как это все интерпретировать, я предлагаю поговорить с Петром Маковеем, директором Ассоциации независимой прессы Республики Молдова. Господин Маковей, приветствую вас. Здравствуйте. Господин Маковей, вот как вы оцениваете вот этот вот, я даже не знаю, как его назвать, пинг-понг или переведение стрелок? Ну, понятно, Совет по телевидению и радио направил письмо учредителю.
а дальше учредитель должен предпринять какие-то действия. Вот как это вообще выглядит со стороны? И да, и в этом же контексте хотелось бы спросить ваше мнение относительно тех нарушений, которые Совет по телевидению и радио обнаружил в деятельности ГРТ. Ну, очень важно отметить, что эти нарушения, они не сейчас, вот буквально месяц или 2 месяца назад Совет по телевидению и радио выявил эти нарушения и оштрафовал ГРТ. ГРТ вообще является медийной организацией, которая больше всех, наверное, штрафов получила от Совета по телевидению и радио за явные нарушения Кодекса телевидения и радио Республики Молдова. Хорошо, а насколько тяжелые эти нарушения, господин Макин? Насколько грубые они, скажем так? Они, с моей точки зрения, они грубейшие нарушения, в том числе, напомню, ГРТ единственное, есть две телекомпании нашей страны, обе из Гагаузской автономии, которые были оштрафованы за распространение дезинформации. Нет других телевидений и радиостанций в нашей стране, которые были бы оштрафованы за это нарушение. Кроме этого, были многочисленные ситуации, когда ГРТ был оштрафован за нарушение принципа плюрализма мнений, а закон не только деонтология, но и закон обязывает все телевидения и радиостанции давать плюралистическую информацию. В том числе были неоднократные выводы Совета по телевидению и радио относительно того, что идет однобокое представление информации, что некоторые темы не дискутируются, а с другой стороны идет явное представление с позитивной точки зрения Илана Шора и его команд. Напомню, такие нарушения были установлены и год назад, и 2 года назад, и тот факт, что только сейчас Народное собрание Гагаузской автономии якобы отреагировало, это собрание, руководство Народного собрания ждало, когда получит письмо от Совета по телевидению и радио, они должны были начать расследовать ситуацию на ГРТ еще очень давно, еще в те времена, когда были первые сигналы того, что на этом телевидении, на ГРТ, есть проявление цензуры. Тогда, к сожалению, ни Народное собрание, ни даже наблюдательный совет, который по закону и по национальному, и по местному закону обязан следить за тем, чтобы редакционная политика была равноудаленной, чтобы там не было элементов цензуры и самоцензуры, а даже наблюдательный совет никоим образом не отреагировал, то есть не отреагировал должным образом на это. Я вообще считаю, и неоднократно об этом заявлял, что наблюдательный совет ГРТ нужно распустить, потому что он явно не выполняет своих функций, которые заложены и в местном законе, и в национальном тоже. И очень важно для того, чтобы спасти общественное телевидение и ГРТ, полностью исключить политический контроль над этим телевидением. И я уже и ранее говорил, и в ваших передачах тоже, что ГРТ перестало быть общественным телевидением, к сожалению. И если мы хотим, если вы, как общество, как Гагаузская автономия хочет, чтобы у него осталось общественное телевидение, нужно исключить любые формы политического контроля над этим телевидением и следить за тем, чтобы равноудаленная информация была представлена жителям автономии. Хорошо, а в случае с телерадио Молдовы там также такой же принцип контроля, да? Там наблюдательный совет также утверждается парламентом, я правильно понимаю? Или нет? Были введены изменения в законодательстве в июле, и сейчас в законе, в Кодексе телевидения и радио предусмотрено, что наблюдательный совет общественной национальной телерадиокомпании «Телерадио Молдова» будет избираться Советом по телевидению и радио. До этих пор, и вот нынешний состав наблюдательного совета национальной компании «Телерадио Молдова», он действительно был избран в том числе парламентом согласно закону. Сейчас закон изменили в первую очередь для того, чтобы исключить политическое давление
на национальный радиовещатель. То же самое нужно сделать и с региональным радиовещателем, то есть с ГРТ. То есть вы считаете, что и в случае с ГРТ наблюдательный совет должен формироваться Советом по телевидению и радио, правильно я понимаю? Я уверен в этом. Это было бы, конечно же, из ряда, из числа людей, которые работают в гагаузской автономии, которые имеют какой-то вес в автономии, Ну, которые понятно. представляют общественные организации, но отбирать членов наблюдательного совета ГРТ должен Национальный совет по телевидению и радио Республики Молдова. Хорошо, но тут возникает другой вопрос. Потому что Кодекс о телевидении и радио, сейчас он, по-моему, называется Кодекс об аудиовизуальных услугах, правильно я понимаю? Супер, да. Да. Вот национальный кодекс, который регулирует деятельность средств массовой информации, в том числе и общественного телерадиовещателя, в случае с региональным общественным телерадиовещателем ГРТ, там есть статья, по-моему, в которой говорится, что деятельность ГРТ регулируется местным законом, который принимается Народным собранием. То есть национальный законодатель передал эту компетенцию полностью Гагаузии. Для того, чтобы изменить порядок формирования наблюдательного совета и передать его, и деполитизировать его, как вы говорите, это нужно, чтобы Народное собрание самостоятельно от этого отказалось и внесла изменения в свой местный закон. Или другой путь. Парламент Республики Молдова просто включает отдельную главу в Кодекс о телевидении и радио и расписывает, как ведется деятельность регионального общественного телерадиовещателя, но это уже как бы такой политически чувствительный вопрос. Как вы видите решение этого вопроса, господин Макаревич? Я согласен с вами, что местное законодательное собрание должно изменить закон с тем, чтобы дать больше независимости и исключить всякое политическое давление. Да. Действительно, в Национальном кодексе о телевидении и радио есть такие статьи, и никоим образом нужно просто понимать, что местный закон Гагаузии, он никоим образом не должен противоречить национальному закону, Да. Конституции страны, и, соответственно, что нужно сделать, потому что я всегда об этом говорил, к сожалению, не было до сих пор достаточной политической воли в Кишиневе для того, чтобы местные законы опротестовывать в судах и в Конституционном суде, с тем, чтобы они были отменены, потому что и местный закон о телевидении и радио включает в себя нормы, которые не соответствуют национальному законодательству, и они должны быть изменены. Я не знаю, что случится в дальнейшем. Мы видим, что за последние 2 недели что-то произошло, и все шутят относительно визита в Камрад директора службы информации и безопасности, после чего появились разные декларации, заявления, в том числе господина Константинова и других местных политиков, что дало надежду на то, что может измениться отношение и к сотрудничеству с центральными властями, и к изменению политического, каким-то реформам в местном политическом истеблишменте Гагаузии, с тем, чтобы это стало действительно была критическая масса политиков, которые будут думать о Гагаузии, а не о интересах олигархов, Шора или других. Я не склонен к большому оптимизму, потому что тот факт, что господин Константинов сейчас заявляет что-то, а ранее он заявлял совсем обратное, это свидетельствует, с моей точки зрения, о каком-то фарисеизме в политике. То есть это не исключено, что завтра он снова вернется к своим прежним заявлениям. Все зависит, конечно, от того, кто будет иметь больший вес, больше аргументов, которые действуют на господина Константинова. Но мне кажется, это, конечно же, не устойчивые все эти меры. Нужно изменить законы, в том числе местные законы, касающиеся деятельности ГРТ, с тем, чтобы это телевидение возвратилось в руки, будем так говорить, образно говоря, в руки жителей Гагаузии, а не было бы подчинено интересам каких-то отдельной группировки, которые сейчас
руководит Гагаузией. Хорошо, а почему нужно менять местное законодательство? Не проще ли отменить местное законодательство и регулировать деятельность ГРТ Кодексом о телевидении и радио? Но вы же сами говорили, Михаил, что это очень чувствительный такой вопрос. Нет, я... И именно поэтому политики на национальном уровне до сих пор не хотели нагнетать обстановку, потому что любые решения, которые были бы приняты со стороны Кишинева, были бы восприняты как бы еще одну попытку отнять полномочия у Гагаузии. Мы же с вами знаем, что вот этот нарратив, как сломанный CD, постоянно крутится одно и то же, что Кишинев хочет отнять у Гагаузии полномочия, то Кишинев не дает развиваться и т.д. и т.п. Мне кажется, что сейчас, именно после выборов сентября этого года, сложились условия для того, чтобы вопросы, которые годами не решались относительно того, что можно делать гагаузским властям согласно Конституции и уложению Гагаузии, а что нельзя им делать, чтобы наконец-то это было решено и поставлена точка. Все мы помним ситуацию с вольной трактовкой Народным собранием возможности самостоятельно давать лицензии для радиовещателей. Да. И были, по-моему, лет 6-7, не более, всех этих тяжб между центральными органами власти и местными органами власти, пока не было принято решение Высшей судебной палаты. Мне кажется, что... И то вопрос не закрылся. После этого еще долго местные кабельные сети вещали в нарушение закона, нелегально и так далее. Правильно. И я считаю, что сейчас сложились условия для того, чтобы Кишинев, центральные власти очень жестко поставили вопрос относительно того, что явные нарушения законодательства Республики Молдова со стороны руководителей Гагаузии уже не могут быть... Кишинев уже не будет с этим соглашаться, и будут приняты более жесткие меры в этом этаже. То есть, правильно ли я понимаю, поскольку вы говорите о необходимости деполитизации и так далее и тому подобное, вы не ожидаете ничего позитивного и ничего хорошего от Народного собрания сейчас? До выборов Башкана я не думаю. Я не думаю, что произойдет что-то. Все ждут решения апелляционной палаты относительно судебного приговора Евгении Гуцул. И потом, если будут выборы Башкана, то уже после этого, я надеюсь, что состоится или родится, будем так говорить, образно говоря, новый политический истеблишмент в Гагаузии, который будет ставить приоритеты автономии выше приоритетов каких-то кланов, и, соответственно, будут изменения в том числе относительно ситуации на ГРТ. Но однозначно я не исключаю того, что после этого обращения Народного собрания к наблюдательному совету ГРТ, как говорится, прозреет этот наблюдательный совет и убедиться в том, что есть явные нарушения и национального законодательства, и местного законодательства, потому что их там полно. И после этого я не исключаю, что будут какие-то кадровые изменения. Но они должны быть. Директор этого телевидения должен быть отправлен в отставку. Это человек, который не имеет ничего общего с общественным радиовещанием. Это человек, который служит интересам конкретного политика. Соответственно, в сетке ГРТ должны быть изменения. Ведущие, которые занимаются по большому счету, некоторые из них занимались явной агитацией против каких-то кандидатов и за других кандидатов. Некоторые из ведущих даже были кандидатами в депутаты. От партии Виктории Фортуна, кстати. От партии Виктории Фортуна, да. С этими людьми должны быть расторгнуты трудовые договоры, потому что это не журналистика. Повторюсь, если гагаузское общество хочет иметь общественное телевидение, нормальное общественное телевидение, которое будет служить общественному интересу, то эти изменения неизбежны. Хорошо, а вот сейчас Совет по телевидению и радио направил, значит, этот запрос или письмо в Народное собрание.
Что будет, если Народное собрание не ответит? Или же ответит, но это будет такая формальная отписка, и по факту никаких изменений не произойдет? Что в этом случае? Какие рычаги еще есть у Совета по телевидению и радио? Ну, я думаю, что сейчас, Михаил, происходит как бы такой пинг-понг, да, с одной стороны, после выборов, и об этом, кстати, сказал и господин Константинов, что руководство Гагаузии принимает результаты выборов, как будто у них был бы другая возможность, да, и они как бы будем... Как будто у них есть выбор, понимаете? У них выбора нет. Смирились с этими результатами, и они попытаются сейчас найти якобы козла отпущения. И я не исключаю, что произойдут какие-то кадровые изменения, но они будут поверхностные, и это не изменит ситуацию как таковую, и не изменит качество политики при принятии решений в гагаузской автономии. Так что я думаю, что, скорее всего, будет какая-то отписка, будут какие-то кадровые изменения, которые не изменят сути того, что общественное телевидение используется местными политиками и теми, кто руководит, и кто купил местных политиков для своих интересов. Я думаю, что все зависит от того, насколько будут настаивать национальные власти с тем, чтобы ситуация изменилась в корне, а не на поверхности только. Господин Маковей, я благодарю вас, что нашли время и пришли к нам прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео, отправлять его своим знакомым и близким. Увидимся на следующей неделе в это же время. До свидания.